Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем тот самый период, о котором мы говорили в первой лекции, 1950-1960-е годы. Русская литература в этот период отмечена таким литературным процессом, в котором участвовало достаточно много писателей. И вот еще один писатель для XX века, фигура достаточно значительная, Александр Исаевич Солженицын. Сегодня будем говорить о творчестве этого писателя, который пришел в литературу как раз в эти годы. Это не только писатель, создавший огромный художественный мир, он еще и публицист, историк, мыслитель, лауреат Нобелевской премии. Александр Исаевич Солженицын в своем творчестве создал огромный художественный мир благодаря чертам уникальной личности и уникальности дарования художника, а именно непреклонность, одержимость борца, нравственный максимализм, проповедническая страстность. Как художник он рожден огромными испытаниями, экстремальными обстоятельствами, выпавшими на его долю, рожден в условиях несвободы, тюрьмы, лагеря, ссылки, также смертельной болезни и чудесным излечением от нее. Как он говорил затем в своих автобиографических книгах, вся возвращенная мне жизнь с тех пор, то есть после тюрьмы, после смертельной болезни, не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель. Это не я сделал, это ведено было моей рукой. То есть Солженицын считал, что его предназначение было как раз в том, чтобы создать произведения, в которых он мог сказать очень много миру о том, что его беспокоило, о том, чем он действительно был полон, о чем он думал, мечтал, страдал, болел, чтобы создать этот художественный мир, свою художественную систему. Эта художественная система основана на особом мироощущении художника, который действительно прошел очень многое в своей жизни. Пришел он в литературу, когда ему было уже далеко за 40 лет. В это время уже Чехов в этом возрасте умер, а он только-только пришел, чтобы действительно то, что он задумал с юности, и когда действительно сидел в лагере, в тюрьме, все, о чем он хотел сказать людям, он действительно написал именно в эти годы. Он очень точно уловил настроение общества. Дело все в том, что в те годы общественное сознание было подчинено вот этому пониманию сталинизма как главного виновника всех бед в стране. Но настоящее прозрение, которое хотел бы Солженицын увидеть в своих соплеменниках, было еще впереди. А в годы оттепели, в годы хрущевского либерализма общество еще не готово было к прозрению, которым уже обладал Солженицын и выразил его в своих произведениях. Дело все в том, что Солженицын испытал потребность, как художник, осмыслить трагический опыт русской истории в XX веке. Тот опыт, который был выстрадан страной, народом, чтобы действительно вот эти идейные основы всей политической, идеологической системы подвергнуть критике. И об этом он сказал в самой заветной книге «Архипелаг ГУЛАГ». Об этом он говорил в своей публицистике. Но прежде всего в художественных произведениях, недаром, когда его тексты уже стали приходить во время перестройки к нам, читателям,
он своему секретарю, своему представителю в советской стране, а он был в эмиграции, он посоветовал опубликовать вначале художественное произведение, а потом уже публицистику. О своей борьбе с системой, с этой идеологией, врагом которой он был, он написал и в «Архипелаге ГУЛАГ», и в литературных очерках «Бодался теленок с дубом». Ну, само название, как вы понимаете, «Бодался теленок с дубом» – это метафора его борьбы. Один, в одиночку, он боролся с этой системой. Так он писал вот в этих литературных очерках. Хотела бы привести слова французского литературоведа, исследователя, который увлекся этой фигурой и написал биографию Солженицына. Жорж Нева. Он говорил о феномене Солженицына, уникальной личности художника, которого уже при жизни сопровождали разные мифы, легенды, которые часто противоречили друг другу. Он говорил так: Солженицын – человек прямой линии, упорства, который строго отмеряет время на развлечения, на еду, воздерживается от всего, что уводит в сторону, идти по прямой, никогда не отступать перед злом, но уметь уступать мягкому слову, быть против всякого насилия. Вот это слова исследователя как бы составляют, ну, разгадку, что ли, феномена. Действительно, создал Солженицын такой огромный мир в литературе, художественный мир, который трудно охватить. В одном только «Архипелаге ГУЛАГ», в великом произведении русской словесности XX века, можно утонуть. Так, минутку, сейчас мы это уберем. Александр Исаевич Солженицын родился в Кисловодске. Отец, русский крестьянин, погиб за полгода до его рождения, до рождения сына, в результате несчастного случая на охоте. Мать Таисия Захаровна была украинкой, дочерью богатого землевладельца, но после революции семья разорилась. Жили очень бедно, и мать вынуждена была переехать, искать работу в Ростов-на-Дону, куда затем, после того, как он воспитывался у бабушки с дедушкой, родителей матери, он переехал к матери в Ростов-на-Дону. Там после школы он поступил на физико-математический факультет Ростовского университета, после окончания которого переехал в Москву. Здесь вот на фотографии вы видите эпизод с выпускного вечера, где Александр Солженицын празднует окончание школы. Вот он в центре танцует. Это такая уникальная фотография. Фотографий вообще очень мало сохранилось, особенно в детстве, в юности. Но вот на эту фотографию можно посмотреть. Вот юный 18-летний Александр Исаевич, закончив школу, и уже в эти 18 лет ему пришла мысль стать историком, написать настоящую подлинную историю русской революции. То есть свое предназначение он уже ощутил вот в этом возрасте. С началом войны он поступил в школу артиллерийскую, закончил ее, получил звание офицерское и воевал на фронте. Был командиром батареи артиллерийской. И уже когда советская армия была, освободила территорию страны, на территории Германии в 1945 году он был арестован.
Арестован за то, что в переписке с другом называл Сталина паханом, уже там пересматривал вот то, что называлось советской идеологией, той идеологией, которая и составляла идеологию советской власти. Он был арестован в звании уже капитана, осужден на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. Вот на фотографии справа вы видите его вот в этой душегрейке, как он называл, шла все его этапы тюремной лагерной жизни с вот этим литером и номером на груди, который давали всем зэкам, заключенным, осужденным, сидящим в лагере, Щ-282. Отсидев, он в 1953 году сначала в тюрьме, затем он побывает в особой такой тюрьме, где заключенные будут заниматься научной работой ради страны, будет сидеть в тюрьме, называемой шарашкой. Потом, в 1953 году, когда пройдут эти 8 лет осуждения, он будет на поселении в Казахстане. На поселении он заболевает раком. И чудесным образом излечивается, осознает свое излечение от этой болезни Божьим чудом. В 1956-1957 году он уже во Владимирской области и в Рязани на поселении работает учителем физики. Там вот это почтовое отделение называлось Торфопродукт. То самое поселение в 184 километрах от Москвы, так как он не имел права жить в столице, он напишет свои произведения, и этот торфопродукт, мы такое название увидим в рассказе «Матрёнин двор». В 1959 году Солженицын написал как раз вот эти два рассказа «Матрёнин двор» и рассказ «Щ-854». Это первоначальное название рассказа «Один день Ивана Денисовича» о жизни заключенного, выходца из русских крестьян, и о жизни Матрёны, русской крестьянки. Рассказ «Матрёнин двор» сначала назывался «Не стоит село без праведника». То есть вот эти годы, когда он уже мог поселиться в Москве, он этот рассказ передал Твардовскому. Твардовский был делегатом 22-го съезда партии, выступал там на этом съезде, известен был вот редактором журнала «Новый мир». Он через друга своего передал Твардовскому рассказ «Щ-854». И заслуга Твардовского, его гражданский подвиг в том, что он убедил самого Хрущева опубликовать этот рассказ. Он стал добиваться публикации, и Хрущев за один вечер прочитал этот рассказ, а потом на заседании Политбюро убедил членов Политбюро и разрешил публикацию рассказа. Ну, такой уникальный совершенно случай, когда действительно потребовалась защита первого человека в государстве и его разрешение опубликовать произведение писателя. Твардовский изменил название и вообще как-то облегчил его содержание с помощью самого автора. И рассказ был напечатан в журнале «Новый мир» в 1962 году в номере 11. Рассказ был несколько раз переведен на иностранные языки. Писатель как бы стал знаменитым, и страна открыла новое имя.
писателя. В 1962 году он был принят в Союз писателей СССР, выступал, был очень активным участником литературного процесса. В эти годы он задумал повесть «Раковый корпус», автобиографическое произведение о своей болезни, собственной болезни, но при этом, конечно же, это произведение посвящено все той же теме «Бодался теленок с дубом». Завершил роман «В круге первом». Это был его первый роман, крупное эпическое полотно. Написал рассказы, другие рассказы «Захар Калита», «Случай в Кречетовке». Написал цикл рассказов-миниатюр под названием «Крохотки». Но все эти произведения уже были отвергнуты журналами, над головой сгустились тучи, потому что писатель вовсе не собирался плясать под дудку Союза писателей. В 60-е годы им задуман был цикл романов «Красное колесо» о русской революции, той самой истории начала XX века, когда все в стране шло к тому, чтобы страна рухнула в пропасть, совершился этот Октябрьский переворот. Я думаю, что эти произведения уже были далеки от той литературы, которая публиковалась в 60-е годы. Но самое главное, он в 1967 году закончил свою самую заветную книгу «Архипелаг ГУЛАГ». Эту книгу он закончил и все время прятал, поскольку она была слишком крамольная для того времени. Многие его самые сокровенные почитатели, друзья хранили разные варианты этого произведения. Но когда арестовали одного из этих друзей, прятавших архипелаг ГУЛАГ, он вынужден был передать это произведение за границу, чтобы его опубликовали за границей. И с этого началась травля, очернительная кампания, потому что и «Раковый корпус», и «В круге первом» эти произведения были опубликованы на Западе. И вот его исключили из Союза писателей, обвинили его в том, что он предатель, назвали его даже литературным власовцем. Вы знаете, власовцы – это предатели во время войны во главе с генералом Власовым, перешедшие на сторону фашистов. 70-й год – это очень важный год в жизни Солженицына, поскольку произведения уже известны были на Западе, ему была присуждена Нобелевская премия с формулировкой «За нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы». И после того, как ему присудили премию, он уже стал неугоден власти, писательскому сообществу, и он был выдворен из СССР, изгнан, депортирован в 1974 году в ФРГ. Сначала он жил в Германии, а потом, соединившись с семьей, с 1976 года он поселился в Америке, в штате Вермонт. И там занялся своим творчеством, очень много писал, издавал все свои произведения и не думал, что когда-то в стране, наконец, ознакомиться с его произведениями. Все издания Солженицына были уничтожены, конфискованы. Рукописи. Самое интересное, что вот этот журнал «Новый мир» был во всех библиотеках сожжен, уничтожен. Там, где опубликовался рассказ «Один день» Ивана Денисовича, который как раз и свидетельствовал о рождении крупного писателя, художника, русского писателя.
Но в 1974 году, когда его выслали указом Президиума Верховного Совета СССР за систематическое совершение действий, несовместимых с принадлежностью к гражданству СССР и наносящих ущерб СССР, Солженицын был лишен гражданства и изгнан из страны. И только в 90-м году, то есть через 16 лет, когда началась перестройка в стране, Солженицыну было возвращено гражданство. В 90-м году газета «Комсомольская правда» опубликовала статью Солженицына «Как нам обустроить Россию». Эта статья тоже была одной из первых публикаций, статей, очерков не только художественных произведений, но и его публицистики «Как нам обустроить Россию». Название очень важное, но в то же время вызвавшее ажиотаж. Так, например, в Казахстане этот был ажиотаж, потому что Солженицын написал о том, что нужно русское население, живущее в Казахстане, подбрюшье Урала, нужно все-таки сделать российским. Да много таких было его призывов, начинаний, которые не совсем адекватно были восприняты и вызвали возражения у множества людей. Тем не менее, ему была присуждена государственная премия. «Архипелаг ГУЛАГ» был опубликован все так же в журнале «Новый мир». И эти журналы действительно открыли читателям тот взгляд Солженицына на то, что дело не в сталинизме, а все началось с этого насилия над людьми сразу после Октябрьской революции. То есть сталинизм, ленинизм – это все вещи, которые раньше, особенно ленинизм, ленинская политика партии, все это подверглось жесточайшей критике, но критика это была, я еще раз подчеркиваю, художественная. «Архипелаг ГУЛАГ» написан действительно художником, а не публицистом. В 90-е годы основные произведения Солженицына, прежде всего художественные произведения, а затем и публицистика, и цикл романов «Красное колесо» были изданы в России. В 1994 году Александр Исаевич вместе с семьей, супругой Натальей Светловой вернулся в Россию и активно включился в общественную жизнь страны. Возвращался он из своего штата Вермонт через всю Россию. С Дальнего Востока он проехал всю Россию, встречался с людьми, которые встречали его. Даже я была свидетелем, как он приезжал в Улан-Удэ, и городская администрация устроила встречу Солженицына с читателями. А теперь давайте поговорим о художественном мире, об уникальном наследии писателя Солженицына, чтобы все-таки сказать, в чем заключается феномен художника Александра Исаевича Солженицына. Во-первых, главной бросающейся в глаза особенностью является постоянная установка на достоверность, на подлинность изображенных событий, апелляция к реальности, к действительности, к реальным людям, которые послужили прототипами его произведений, постоянная установка на автобиографизм, то есть использование опыта собственной жизни. Все время он подчеркивает в своих комментариях, если вы возьмете сейчас в собраниях, сочинениях, каждое произведение в комментариях начинается с этой фразы «все списано с натуры». Это художническая кредо Солженицына. Действительно,
жизненная основа творчества. Это, в общем-то, основа любого реалистического произведения. Но для нас ведь нет разницы, выдуманный или реальный эпизод, герой действительно ли был такой в жизни, уместен ли он вообще вот, в художественном произведении, этот реальный живший человек. Но для Солженицына это очень важно, очень важно. Вторая особенность связана с предыдущей. Дело в том, что художественный мир приходит в столкновение с вот этой чрезмерной символической нагруженностью пространства, со склонностью к общению, сгущению художественной ткани до аллегории, до притчи. Вообще вот эта вот символичность жизни, да, символичность самой жизни Солженицын очень обостренно чувствовал. У него есть даже любимые слова: предвестие, предначертание, предзнаменование, свершение. Он даже свою судьбу ощущал очень символически. Он и говорил: благословение тебе, тюрьма. Если бы не тюрьма, писатель не стал бы автором этих произведений. Спасибо тебе, болезнь. Если бы не Божье чудо, так состоялось бы его творчество. Борьба теленка с дубом, арест, тюрьмы, лагеря – все это очень-очень символично. Символично даже эмиграция. У него есть произведение «Ленин в Цюрихе», произведение, которое он выделил из цикла «Красное колесо» и посвятил вот фигуре вождя Октябрьской революции, чтобы тоже все-таки дойти до идеи критики идеологии всей этой системы, называвшейся социализм, Советский Союз и так далее. Еще особенность художественного мира. Пространство в произведениях Солженицына перегружено обобщенным смыслом, но это очень связано, да, с символической перегруженностью. Обобщение такое, знаете, очень-очень важное для художественного произведения. Пространство перегружено, время предельно уплотнено, сжато, сконцентрировано. Хронотоп, так, знаете, сжат, максимально сжат. Один день Ивана Денисовича Шухова в лагере может показать вообще о трагической странице в жизни страны. Даже в романе «Раковый корпус», где сама болезнь развивается очень долго, у него события развиваются в течение нескольких недель, которые потребовали герою излечиться от раковой болезни. Скажем, роман из цикла «Красное колесо» август 14 обирает события не месяца, а 10 дней. И вообще во всех художественных произведениях нет предыстории какой-то, зато вот охват материала огромен, и сжатие этого материала происходит до предела, до максимума. Эту свою особенность Солженицын называл взглядом лагерника. То есть именно лагернику свойственно вот этот вот очень острый взгляд. Рассказ «Один день» Ивана Денисовича – это действительно произведение большой художественной силы. И сегодня это один из хрестоматийных рассказов в отечественной литературе. Поражает удивительная подлинность рассказа. Все основано на показаниях свидетеля, очевидца событий, то есть самого автора. «Лагерь глазами мужика». Именно с такой характеристикой Твардовский передал рассказ Хрущеву «Лагерь глазами мужика». То есть герой – это простой советский заключенный, зэк, человек из народа, из крестьянской массы. И этим взглядом пронизано все повествование.
автор сознательно изображает Ивана Денисовича Шухова не представителем советской интеллигенции, к которой относился сам, а как бы личность Шухова – это личность носителя народных ценностей, народной нравственности. Перед нами был совершенно новый герой, который уже приходил в русскую литературу в 60-е годы. Раньше еще такой вот человек из народа был открыт Шолоховым в рассказе «Судьба человека». Но герой Солженицына – это особый герой. И это как бы простой, обычный заключенный, который, кстати, попал в лагерь, потому что был недолго в плену у фашистов. И за это он попал в лагерь. Символика этого рассказа в том, что вот эта многомерная картина жизни в лагере была показана за один день, который прожил вот главный герой Иван Денисович. В рассказе символика связана с таким вопросом: как сохраняет себя человек в нечеловеческих условиях? Что ему помогает противостоять бесчеловечной системе? Шухов в разговоре, например, с Буйновским, а это Ковторанг, советский офицер, интеллигент, верен советским законам. И в споре с Буйновским Шухов отстраняет себя от власти и задает Буйновскому вопрос: неуж и солнце их декретам подчиняется? В этом вопросе звучит ирония автора по поводу вот советской власти, тех законов, которым должны подчиняться советские люди. И такое впечатление, что герой вот весь этот день как бы существует на особицу, ни с кем не особенно не дружит, не растворяется вот в этом коллективе. Правда, он работает в бригаде, там есть бригадир, но он сам по себе, на особицу. У него такое, знаете, очень удивительное, индивидуальное, цепкое такое сознание. Вот тот взгляд лагерника, о котором говорил Солженицын, когда писал о себе. В Шухове есть то, что позволяет ему выжить вот в этих нечеловеческих обстоятельствах, спастись. И это то, что для Солженицына является очень важным. Жажда выжить. Это жажда жизни, неистребимость жизни в борьбе со смертью, в победе, такой, знаете, и физической, и моральной победе над смертью. Это главное в Шухове. Но еще главнее – это стремление не просто выжить, но стремление остаться человеком. Не стать стукачом, предателем, шакалом, потому что там вот выведены персонажи, которые как раз ради спасения становятся. Так один из героев там получает прозвище шакала, потому что беззастенчиво вылизывает тарелки вот с этой баландой, недоеденной или доеденной, чтобы выжить. Унизиться до этого Шухову совершенно не хочется. Он следует нравственному, общечеловеческому закону. Жить по совести, жить не по лжи, не участвовать в том зле, которое вот всей этой системой неправедной сотворено. Вот начало рассказа. Уже в самом начале рассказа мы видим, как повествование пронизано вот взглядом героя, потому что все, что происходит в рассказе, все идет от того, что чувствует, осознает герой. В 5 часов утра, как всегда, пробило подъем. Молотком обрелись у штабного барака.
Прерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в 2 пальца, и скоро затих. Холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать. Эти слова, как всегда, неохота, подчеркнутые мною, они как раз идут еще и от слова «героя». Тем самым автор в повествовании заключает эту точку зрения героя, его взгляд и даже его слово. Звон утих, а за окном все так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма. Да попадало в окно 3 желтых фонаря, 2 на зоне, 1 внутри лагеря. За этими строчками сознание героя, его, быть может, бытовая жизнь, бытовой привычный взгляд. И народное словечко «тьма и тьма», в чем-то даже разговорное. И барака что-то не шли отпирать, и не слыхать было, чтобы дневальные брали бочку парашную на палку выносить. Вот проснулся наш Иван Денисович и все чувствует, все осознает. Что-то не идут отпирать барак, еще не начали дежурные относить вот эту парашу, как вы знаете, вот туалетов, как говорится, не было, была так называемая параша. Все, что происходит, как бы увидено сознанием героя. Всегда Шухов по подъему вставал, а сегодня не встал. Еще с вечера ему было не по себе, не то знобило, не то ломало, и ночью не угрелся. Сквозь сон чудилось, то вроде совсем заболел, то отходил маленько. Все не хотелось, чтобы утро. Здесь даже синтаксис, не только лексика, говорит о том, что это не просто сознание, это еще и слово героя, народное слово. Не угрелся, маленько. Таково начало рассказа. И таким образом рассказ весь построен на вот этом взгляде главного героя, который составляет центр рассказа. Один из зэков, заключенных, известный писатель Варлам Шаламов, которому чудесным образом удалось за 20, почти 20 лет колымских лагерей, самых страшных лагерей, остаться в живых, писал Солженицыну в 1962 году, прочитав его рассказ, с которым он ознакомился еще до публикации. «Ваша повесть», – писал он в письме, рассказ иногда называют повестью, «ваша повесть как стихи, в ней все совершенно, все целесообразно, каждая строка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лаконична, умна, тонка, глубока, что я думаю, что новый мир с самого начала своего существования ничего столь цельного, столь сильного не печатал». Так высоко оценил рассказ Варлам Шаламов, которому жизнь в лагере заключенного зэка была знакома не понаслышке, а прожита как собственная личная трагедия. В рассказе действительно один день зэка, заключенного, включает в себя очень много. Включает и такие вещи, с которыми Шаламов, кстати, не соглашался. Потому что, в отличие от опыта лагерника Солженицына, его опыт был, конечно, драматичнее, трагичнее. Он автор колымских рассказов и колымских стихов. О рассказе «Один день» Ивана Денисовича еще можно много говорить, потому что есть там сцены, где Иван Денисович принимает решение. Да, он хотел, плохо себя чувствовал и хотел получить разрешение в лазарете как больному, но перемогся, и день прошел, и день достаточно счастливый, как говорил сам себе Иван Денисович. Счастливый день лагерника. Почитайте этот рассказ, и вы поймете, почему человек из народа, простой зэк,
оказывается в рассказе Солженицына образом обобщающим. Это даже не тип, это уникальная личность, которая доказывает, символически доказывает, что жизнь народная неистребима. Человек из народа выживет благодаря вот той нравственной норме, которой он обладает. Таков же рассказ «Матрёнин двор». Написан он одновременно с рассказом «Один день Ивана Денисовича». И тоже здесь название изменено именно редакцией «Нового мира». С тех пор мы знаем этот рассказ под таким названием. Как рассказ «Один день Ивана Денисовича», он по-особенному автобиографичен. Повествование ведется от лица Игнатича. Так зовут бывшего заключенного, который поселился в доме Матрёны, в крестьянке. Даже указано вот в 184 километрах от Москвы, внутренней России, то есть в самом центре России. И автобиографически Солженицын описывает жизнь на поселении в Рязанской области, в доме реальной пожилой женщины. И, отталкиваясь от ее судьбы, он пишет аллегорию, притчу не просто о женщине, а о женщине-праведнице. Рассказ заканчивается ее смертью и словами «Не стоит село без праведника». Это, в общем-то, пословица, русская народная пословица. Рассказ символичен, как и символичен финал. И символичен смысл. Вот этот центр России, внутренней России, это и есть Матрёнин двор. Как бы такая символика. Вся Россия – это Матрёнин двор. Это трагедия праведницы, русской женщины. Вот я вам продиктую финал рассказа. Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село, ни город, ни вся земля наша. Я бы хотела, чтобы мы остановились на определении «праведник», словарном определении. В толковом словаре дается определение этого слова. И везде оно дается с точки зрения верующих людей. Это человек, который живет праведной жизнью. Человек без грехов, он не имеет грехов. А в словаре «Даля», в словаре живого великорусского языка, значение слова «праведник» тоже праведно живущий, во всем по закону Божию поступающий, безгрешник. В книге «Пословицы русского народа» Владимир Иванович Даль приводит следующие народные пословицы. «Нет перед Богом праведников, все грешники. Не стоит город без святого, селение без праведника». Вот эта святость праведника объясняется Солженицыным в рассказе «Матрёнин двор». Да, героиня добра, да, она заботится о своей кошке, о козе, у нее не такое уж большое хозяйство. Во время пожара она спасает свои фикусы прежде всего. Очень часто бескорыстно трудится в колхозе, хотя уже вышла, как говорится, из возраста. Соседям она помогает и очень отличается от черствых и жадных односельчан, корыстных односельчан. Все время подчеркнуто ее отличие. Ни труда, ни добра своего не жалела Матрёна никогда. И много обид она претерпела. И действительно, уже по возрасту она должна была получать пенсию, но государство обделило ее. И этой пенсии она не получает. И все собирает документы, все пытается добиться этой ничтожной пенсии, которую она заработала за
несколько десятилетий труда в колхозе. Как говорит повествователь, рассказчик, герой-рассказчик, за долгую жизнь с нею было наворочено много несправедливостей. Она больна, и в болезни не жаловалась, не стонала, начисто лишена зависти. Так соседи попросят ее копать картошку, и она копает, потому что крупная же картошка. Она готова вообще помочь каждому. И вот она приемной дочери пообещала после смерти завещать горницу, а как бы с нее потребовали при жизни эту горницу, и она, хотя и чувствовала, что это конец ее жизни, она эту горницу отдает. Она даже помогает грузить на сани эту горницу, дело зимой происходит, и во время движения поезда, когда сани застрянут на железнодорожных путях, она погибает под колесами поезда. Как у Ивана Денисовича, у Матрёны та же нравственная порода – жить без обмана, не унижаться, трудиться, не покладая рук, сохранять себя в мире корысти, жадности. А окружают ее действительно корыстолюбивые люди. Она как бы среди них вот совершенно одинока, она отличается от всех. Вот этим моральным стержнем, который советская система по Солженицыну так и не истребила. И этот моральный стержень по Солженицыну и может спасти народ от гибели. Все так же, как и в рассказе «Один день Ивана Денисовича». Автор заключает в этих двух рассказах: как бы ни грабили, не терзали народ, не заставляли рабски трудиться, жить в нечеловеческих условиях, в бедности, нищете, голоде, ничего не добились. Неискоренима доброта в народе. Просто так сложилось на Руси. Праведники всегда гибли в столкновении со злом. Просто перед лицом высшей духовной справедливости праведники побеждали, хотя и погибали. По жанру оба рассказа, это особенно «Матрёнин двор», это как бы очерк о подлинных событиях, которым автор был свидетелем. Но это рассказы с большим символическим обобщением. «Матрёнин двор» – это в сущности притча. Как я уже говорила, вся Россия – Матрёнин двор. Не стоит село без праведника. Эти рассказы стали уже хрестоматийными, они входят в школьную, вузовскую программу. Это действительно рассказы, лишенные какой-то вот публицистичности, навязывания авторам такого своего собственного смысла тенденциозного. Нет. Особенно рассказ «Один день» Ивана Денисовича. Это действительно шедевр литературный, по праву считается одним из лучших рассказов в русской литературе 20-го столетия. Первым романом Солженицына стал роман «В круге первом», 1968 год, хотя это год окончания работы над романом. Это первое после... Писался он почти 13 лет, начал еще его на поселении, и это первое после лагеря большое произведение Солженицына. Писал он в эти годы не только повести, рассказы, но и пьесы, но это действительно большое эпическое произведение. Имеет несколько редакций, облегченная редакция, которая ходила в самой издате, то есть в рукописи, не опубликованном, ходила среди читателей, которые с 1965 года уже могли прочесть этот роман. Опубликовать его, конечно, было невозможно. Он был опубликован уже в годы перестройки, в
конце 80-х годов. Роман основан на реальном подлинном материале. Роман действительно автобиографичен, потому что Солженицын 4 года сидел в тюремной, в особой тюрьме, которую он называет «Шарашкой». На самом деле это были такие научно-исследовательские, что ли, коллективы, где работали талантливые ученые, ну, такие, например, как Курчатов, который автор вот этой водородной бомбы. Там же сидел и Королев вот в таких лагерях, где советская власть собирала талантливых ученых, и они как бы вот содержались в таких тюрьмах и создавали славу советской науки. «Шарашка» в Марфино, она списана с натуры, потому что там именно пребывал Солженицын, и все обитатели, он так и пишет, списаны с натуры. Герой инженер Нержин, он как бы, за ним вот как раз стоит авторская личность. Герой, который затем решает, что это слишком легкое как бы пребывание в лагере, потому что жилось там, конечно, не так, как, скажем, Шаламову приходилось жить на Колыме. И это талантливый инженер Нержин, он еще и творческая личность, он писатель, и он создает как бы какие-то мемуары наряду со своими друзьями, учеными, сидящими в этом лагере. И тем не менее повествование символично. Другой герой, дипломат по фамилии Володин, например, говорил о том, что вот круг, говорил он в диалоге, видишь, это первый круг, отечество, а вот второй, это человечество, а мы живем вот в этом первом круге. Володин, он дипломат, узнавший о том, что российские ученые создали атомную бомбу. И он как бы совершает поступок, идет против Советского Союза, он как бы выступает таким вот врагом, антипатриотически. Он звонит в американское посольство, чтобы предупредить о том, что учеными России вот создается, выполняется план создания атомной бомбы. И как бы говорит, что спасение Отечества должно быть еще и спасением человечества. То есть есть такая своя символика. Володин, обретая Россию настоящую, обретает и человечество. В круге первом символично название, символично пространство, время действия. Время происходит вот в 3 рождественских дня, праздник Нового года, но суть праздника – это как бы рождение человека, Рождество нового Христа. Это вот Нержин, который видит свое предназначение жить не вот в этой легкой тюрьме, а пишет заявление о том, чтобы его перевели в лагерь. Он принимает решение, выбирает лагерь вместо облегченной тюрьмы. В романе очень много сцен, он экранизирован, кстати говоря. Вот есть сцена автобиографическая, где герой встречается
со своей женой. Дело в том, что первой женой была Наталья Решетовская, и в роман вошла автобиографическая страница, когда жена приезжает к нему в тюрьму, чтобы попросить развода, поскольку она жена врага народа, не может построить своей карьеры и просит освободить ее вот от этого брака. Потом, конечно, Наталья Решетовская приедет уже на поселение, но напишет книгу о том, как весь мир читает «Один день» Ивана Денисовича, другие произведения, «Читающая Россия», Солженицын «Читающая Россия». Но это трагическая сцена, и не одна, говорят вот очень часто о том, что переживали жены врагов народа, как им жилось тяжело. И вот эта как бы трагедия зоны, тюрьмы, она оказывается не локальной. Зона, оказывается, есть не только малая, там, тюрьма, лагерь, но еще есть зона большая, вот этот вот круг первый, Отечество. Ну и, наконец, самая заветная книга Солженицына – это «Архипелаг ГУЛАГ». Как и в романе, как роман «В круге первом», это произведение писалось очень долго создавалось. И, собственно говоря, создание этого произведения – это гражданский, не только художнический, но и гражданский подвиг Солженицына. Начинается роман с вот такого эпиграфа, где Солженицын объясняет название своего произведения. Лагеря рассыпаны по всему Советскому Союзу, маленькими островками и побольше. Все это вместе нельзя представить себе иначе, сравнить с чем-то другим, как с архипелагом. Архипелаг – это как бы единство очень многих островков, да, островов. Эти островки разорваны друг от друга как бы другой средой, волей. То есть тем, что не является зоной, не лагерным миром. И вместе с тем эти островки во множестве составляют как бы архипелаг. Так Солженицын объясняет название и дает ему название официальное. ГУЛАГ – это аббревиатура, где все буквы пишутся большими. ГУЛАГ – это управление лагерей, государственное управление лагерями, да. И действительно в этой книге, которую трудно назвать беллетристической, да, она лишена всякого вымысла, это такое произведение, которому автор дал жанр, такой жанр назвал – художественное исследование. То есть здесь подчеркивается вот это исследовательский пафос Солженицына, когда он говорит о той системе, которая создана была в Советском Союзе и которая как раз страну делала системой тоталитарной. Почему это все-таки художественное произведение? Дело все в том, что автор очень часто встречался, ему писали письма, он беседовал в письмах и лично со свидетелями, которые прошли сталинские лагеря. И вот эти свидетельства 227 свидетелей, извините за тавтологию, легли в основу этого произведения. Произведение это действительно художественное, потому что центр произведения, его рассказчик, повествователь – это автор, вернее, образ автора, который вместе с народом переживает трагедию истинно народную, чей личный опыт отразил опыт народной
трагедии, народного горя. То есть вот картины, которые видены этим повествователем, рассказчиком, это и индивидуальный, личностный, и в то же время это отражение трагической истории страны. Потому что действительно автор передает здесь свои собственные переживания, события, которые он пережил вместе со страной, жизнь воюющего офицера, арест, изолятор, камера на Лубянке, встречи с людьми. Галерея этих встреченных людей проходит через все произведение. Это действительно реальные люди. И этот личный опыт рождает обобщающие выводы. И везде на всем произведении лежит отпечаток авторской личности, авторского слова. Иногда он даже употребляет не местоимение «я», а местоимение «мы». И вот здесь есть вот эта оппозиция «я», «мы» и «они». «Они» – это вот та самая система, которая сделала всех как бы заложниками вот этой народной трагедии. Он даже называет и себя, и вот это коллективное «мы» теми самыми личностями, людьми, которые и позволили существовать этому архипелагу ГУЛАГ, заслужили его. То есть, говоря о себе самом, он говорит и о всех, кто причастен к народной трагедии и виновен в этом. Вот это вот очень личное чувство и делает произведение художественным. Даже автор придал произведению вот такую личную лирическую организацию, чтобы своими глазами, своей душой, своим сердцем очевидца передать картины народной трагедии. Даже когда его арестовали, вот что самое интересное, двое сопровождали Солженицына в московскую тюрьму с фронта. Они его везли. И когда доехали до Москвы, дальше вот эти вот сопровождавшие его люди, они не знали, как дорогу к тюрьме. И он, Солженицын, который жил в Москве, показывает эту дорогу. И поэтому этот рассказчик, герой, считает себя причастным вот ко всему, что делалось. Он даже говорит: туземцы, кролики, рабы, мы просто заслужили все дальнейшее. Вот это раскаяние необходимо герою, как и необходимо было раскаяние герою, автобиографическому герою в рассказе «Матрёнин двор». Там вот это чувство вины героя, рассказчика Игнатьича связано с тем, что он тоже при жизни не оценил, не увидел Матрёне праведницу. Однажды она одела его душегрейку, которая прошла вместе с ним все лагеря, ссылки, пересылки, тюрьмы. Как-то Матрёна одела эту душегрейку, чтобы выбежать на двор, а он отругал ее, пожалел, а потом долго-долго раскаялся после смерти Матрёны. Вот этот отпечаток авторской личности всегда присутствует во всех произведениях Солженицына. Это тоже неповторимое качество всех его произведений, то новое слово, которое Солженицын сказал как художник.
Собственно говоря, заслуга Солженицына в том, что он даже сделался родоначальником особого направления в русской литературе XX века, которое называется лагерной прозой. Это уникальное направление. И вот это личный опыт свидетеля народной трагедии XX века, это объединяет произведения тех, кто писал о сталинских лагерях. Шаламов, Варлам Шаламов, о котором я уже говорила, Юрий Домбровский, Евгений Гинзбург, Лев Разгон. Много произведений было написано на лагерную тему. Но подвиг Солженицына заключается не только в этом. Величие художника в том, что он выступает в роли прежде всего русского писателя. Огромная энергия, народная энергия слова, художественного слова, языка, это чувство русского языка, любование русским языком слышны во всех фрагментах этой книги. Книга это действительно огромна, состоит из множества частей, томов, разделов. И вот, например, я могла бы процитировать, как размышляет герой, автобиографический герой в части 2, в главе под названием «Тюрзак». Тюрзак – это, в общем, острог, которых очень много в России было не только в XX веке. Вот он восклицает: «Ах, доброе русское слово острог, и крепкое-то какое, и сколочено как, в нем, кажется, сама крепость этих стен, из которых не вырвешься, и все тут стянуто в этих 6 звуках, и строгость, и острога, и острота, и ежовая острота, когда мерзлой рожи метель в глаза, острота затесанных колев, предзонника, и опять же проволоки колючей, острота, и осторожность арестантская, где-то рядышком, тут прилегает, рог, острог, рог, да рог прямо торчит, выпирает прямо в нас и наставлен в нас». Все эти отрывки, которые можно цитировать и цитировать, как раз говорят о том, что эта книга написана русским писателем, свидетелем русской трагедии, трагедии русского народа. Шаламов, например, написал не только знаменитые колымские рассказы, настоящую лагерную прозу, трагическую книгу, такую же трагическую, как «Архипелаг ГУЛАГ». Это самое главное, основоположники этого направления лагерной прозы. Написал еще и колымские стихи, очень лирические и очень трагические. «Кайлом стиха ты бьешь под дых в кровавый лед зимы, чтоб зов погибших не утих с мертвящей Колымы». Действительно, это трагические страницы, и очень часто эти страницы пронизаны очень глубоким лирическим чувством. Ну вот из стихотворения Шаламова последние 4 строчки, которые вторят всем произведениям Солженицына. «Вот потому-то средь притворства растлевающего зла и сердце все еще не черство, и кровь моя еще тепла». Все та же самая мысль о том, что неистребима воля к жизни, а значит и неистребим человек, неистребим народ. Ну вот здесь вот книга Евгения Гинзбург «Крутой маршрут», автор романа, который считается тоже лагерной прозой,
институт ненужных вещей. И вот фразы, которые я бы хотела прокомментировать и которые действительно говорят очень много вот об этой лагерной прозе. Ну, слова Солженицына, как всегда, они такие вот афористичные. Русской каторге суждено быть вечной спутницей национальной жизни. Очень трагично звучит. Он здесь, конечно, намекает и на произведения Достоевского, и на произведения Чехова «Остров Сахалин». И здесь вот Шаламов и Солженицын расходятся. Если Шаламов говорит, что лагерь – отрицательная школа жизни целиком и полностью, то Солженицын с ним спорит. Он говорит: по Шаламову духовно объединены все, кто сидел в лагерях. А я как вспомню ли встречу бывшего зэка, так личность. Кто прав из них? Наверное, и тот, и другой. И тот, и другой. Просто опыт лагерный может быть разный, и личности художников разные. А вот еще один автор лагерной прозы, уже как бы человек другого поколения. Сергей Довлатов в 80-м году написал роман «Зона». Это тоже продолжение лагерной темы. И об этом мы будем говорить, вот, когда будем говорить о литературе следующего периода. Сергей Довлатов в своем романе спорил и с Солженицыным, и с Шаламовым. Он писал так: «Мир, в который я попал, был ужасен. Ужаснее всего нет разницы между охранниками, зэками, между лагерем и волей». Я думаю, здесь есть и согласие с Солженицыным о том, что большая зона и малая зона мало чем отличаются, даже языком. Язык один и тот же. Язык лагерный стал языком населения, русского, советского населения. И вот то, что охранники и зэки – это все те же люди большой и малой зоны, которые живут в советской стране. Об этом его роман «Зона», об этом разговор впереди. Заканчивая свою лекцию словами Солженицына и Шаламова. Шаламов писал в своих колымских рассказах: «Приподнятый миллионом рук, трепещущих сердец, колючей проволоки круг, терновый твой венец». Я думаю, что эти два писателя, которые стали свидетелями народной трагедии и художниками, которые эту народную трагедию отразили, изобразили, и в этом их заслуга. В романе «В круге первом» герой Солженицына говорит следующие слова: «Пройдут годы, и никто из этих людей не соберется напомнить сегодняшним палачам, что они делали с человеческим сердцем. Но тем сильнее за них Нержин чувствовал свой долг и свое призвание. Он знал в себе дотошную способность никогда не сбиться, никогда не остыть, никогда не забыть». В этой особенности солженицынского героя заключена и главная особенность, уникальная особенность писателя Александра Солженицына. Никогда не забыть об этой народной трагедии, воплотить ее, чтобы никто никогда о ней не забыл. В этом заслуга писателя Александра Солженицына. Спасибо за внимание.